Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите самую вкусную передачу на канале НВК Саха «Готовим вкусно». Еженедельно в эту просторную, светлую, уютную кулинарную студию приходят самые интересные гости, делятся своими фирменными рецептами, раскрывают свои кулинарные секреты. И сегодня тоже будет пренепременно вкусно и интересно. Подготовьтесь записать. Сегодня я в большом предвкушении не только вкусного обеда, но и интересного разговора, потому что у меня в гостях обладательница титула «Краса России». Не просто красивая девушка, но и прекрасная мама, жена, хозяйка, юрист по образованию, а сегодня и автор ювелирных интерьерных картин Настасья Филиппова. Очень приятно. Спасибо. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Вот. Красиво, легко, с любовью. Настасья Филиппова почти 10 лет жизни посвятила юриспруденции, но после рождения доченьки Ванессы решила кардинально поменять свою жизнь. Любовь к живописи в ней жила с самого детства, и сегодня она не только любимая мама и жена, но и автор интерьерных ювелирных картин. Ювелирные интерьерные картины. Очень интересно, интригующе. Давайте об этом чуть попозже, а сразу начнем с того, что мы будем готовить. Сегодня мы будем готовить спагетти с чернилами каракатицы с морепродуктами и наш любимый семейный салат с креветками и ананасами. Ваша семья любит морепродукты? Да, наверное, это, скорее всего, даже больше от меня, потому что морепродукты у меня непременно в холодильнике есть. И раз на раз не приходится, что они у нас всегда на столе. Как интересно. Так, вода у нас уже закипела. Надо было посолить, да? Да, давайте немножко посолим, потому что без этого никак, совсем чуток, совсем чуточек, да. Солим, как обычные спагетти, то есть мы ничего здесь не мудрим. Я покажу очень такие интересные спагетти, они вот такие черные, не удивляйтесь. Это немножко пугают. Да, да, бывает так. Кстати, это большая находка для меня, потому что в Якутске найти не так легко. Мы готовим их как обычные спагетти, то есть отвариваем. То есть я их просто погружаю в воду, да. Кипящую. Да, кипящую воду, они имеют такой специфичный черный цвет из-за чернил каракатицы. И на вкус они немножко тоже отличаются от обычных спагетти. В лучшую сторону, скажем так. Вот. А откуда такая любовь к морепродуктам? Наверное, из-за отдыха, когда мы ездим на море с мужем, с семьей, получается, мы часто ходим в такие рестораны, где подают морепродукты. И однажды я просто влюбилась в эти черные спагетти, долго искала их в Якутске, в каком ресторане их можно покушать. Не найдя... Нашла их в супермаркете? Да, нашла их в супермаркете и начала уже дома готовить. Вот. Ну и, конечно, хотела удивить своего супруга. Поддержал? Понравилось? Очень, да, понравилось. И теперь каждый поход в магазин обязательно, он всегда говорит: я видел твои черные спагетти. Он так называет их, да. Я взял твои черные спагетти. Понятно. То есть в списке, который ты составляешь для своего супруга перед походом в магазин, это непременно присутствуют и черные спагетти. Да, проще так назвать, нежели с чернилами каракатицы их обзывать. Что тут еще будет? Так, у нас еще будет немножко морепродуктов. Это коктейль из морепродуктов, он тоже так продается. Он, кстати, везде продается. Сюда входят гребешки, мидии, кальмары и бывают осьминожки. Также можем сюда добавить немножко креветок. Что с ними делаем? Их нужно немножко измельчить. Здесь раз на раз приходится. Кто любит, допустим, крупные, он может не нарезать. Я люблю помельче. Поэтому я и люблю их немножко нарезать, хорошо промыть и немножко порезать. Давайте, промыть мы их уже промыли. Берем, получается, немножечко, допустим, те же кальмары, да, и немножко пополам просто режем. Да, чтобы они такие, чтобы на вилку хватались, можно сказать, и не было проблем, чтобы их кушать. В основном, конечно, я только эти гребешки стараюсь. А рыбу любишь? Кальмар. Да, рыбу я очень люблю, что и белую, что и красную рыбу. И всегда покупаю, потому что это всегда кладезь очень-очень полезных элементов, тоже омега-3, скажем так. Я думаю, нет якутского человека, который не любит рыбу. Это точно. Да, и причем в любом виде. Желательно в сыром. Да, желательно в сыром и желательно зимой, получается, да?
Так. Вот, в принципе, крупных кусочков здесь у нас мало. Особо нету. Да, да, да. Ну, иногда попадаются свинушки вот такие. Ага, что с ними нужно потом зажарить? Да, пассируем их, получается. До этого мы сейчас в растительном масле будем пассеровать чеснок. Немножко я почищу чеснок. Давай я пока дорежу несколько кусочков крупных осьминожек. Да, ну не все мужчины любят, когда там прямо осьминог осьминогом лежит, поэтому приходится как-то вот изворачиваться. Тут у нас как-то приходила моя коллега, говорила, я прячу овощи в еде. То есть она блендером их прямо прячет. А ты прячешь, получается, от мужа осьминожек. Да, я прячу их и так, и сяк, и измельчаю, чтобы потом ко мне вопросов не... Он не знает, что он ест осьминожки. Понятно, но он их любит. Вот. Он их любит, да. Давайте я пока сюда обратно, да, положу их. Да. А вот получается, ты любишь путешествовать, ездить, да, Да. открываешь для себя. И когда куда-то ездишь, ты любишь открывать кухню той страны, в которую приехала? Обожаю. Это, наверное, благодаря вот таким походам в рестораны с местной кухней все-таки раскрывается местный колорит. Ага. Очень много интересного, как население живет, какие у них вкусы, какие традиции, да. Что больше всего впечатлило? Какая страна? Какая страна? Кухня какой страны? Сейчас. Давайте так. Мне очень понравилось мясо по-филиппински, когда я отдыхала на Филиппинах. Вот очень понравилось тем, что оно очень нежное и готовится так же, как в Якутии практически. Якут везде найдет мясо. Да, кстати, да. Вот, очень понравилось своей мягкостью, прожаркой достаточно такой хорошей. Вот. И будучи еще в Доминикане, также понравилась местная кухня. Когда мы отдыхали с мужем в Америке, нам нравилась мексиканская кухня. Вот, тоже такая достаточно острая, и для якутского человека она интересная. Интересная, да, получается. Ну, все-таки вот островная кухня, она больше притягивает, нежели материковая часть, я бы сказала, да. Даже так. Так, я включаю сковородку, да? В сковородке у нас обычное растительное масло, которое мы включаем. Да, можно его заменить оливковым или сливочным. Вообще сливочное масло, оно очень такое, для жарки оно очень подходит для всего. Огонь, наверное, средний, да, поставлю? Да. Так, можно, знаете, еще помидорчики нарезать чуть-чуть. Ага. Настасья, Они расскажи, для пожалуйста, цвета. вот, ты вообще откуда сама родом? Такая красивая, высокая. Спасибо. Я родом из Вилюйского района. Получается, я выросла там. Я родилась в городе Якутске, но выросла вот, да, у реки Вилюй, можно сказать. Вот, на природе, как простая якутская девушка. Вот. У меня 2 сестры младших, я старшая. И вот поэтому для меня вот районы, деревня, она очень близка. Это то, что у меня в душе, можно сказать. И куда бы я ни уехала, я знаю, что я возвращусь сюда. То есть в Вилюйск ездите часто? Не часто, но стараюсь. Ну, хотелось бы еще чаще. Чаще. Но все равно это частичка якутского человека, да. Без этого никуда. В каком бы ты большом городе ни жил, куда бы ни стремился, все равно вот тянет к нашим просторам. У нас очень прекрасная земля, у нас прекрасные леса, ласы, и без этого уже вот никак. А любите вот семейные сабантуи, когда собирается вся родня, там братья, сестры, тети, дяди? Да, безусловно, вот когда собираются все родственники. Кстати, ты это очень хорошо с возраста начинаешь понимать. Близость к родным людям, понимание, вот душевность. Сказала бабушка Настасья. Семейные ценности какие-то, семейные ценности, они вот приходят, да, как-то с возрастом, я бы сказала. И это действительно очень радует и тепло на душе. Наверное, можно, да? Да. Сначала чеснок? Да, давайте сначала чеснок и вдогонку потом чуть-чуть. Чеснок нужно будет чуть-чуть. Так, масло еще не до конца. Не надо. Чуть-чуть обжарить, чтобы вот масло впитало в себя запах чеснока, аромат чеснока. А потом чеснок мы можем убрать, в принципе. А
Вот для ребенка что вы готовите? Как-то отдельно готовите? Вот кто-то прячет овощи в блендер, с помощью блендера. Ваш ребенок капризный? Сколько лет, кстати? 4 годика нам. Нет, я бы не сказала, она не капризная. Она у меня вот ест практически все, разве что с мясом у нас пока проблемы. Любим только такие маленькие фрикадельки, а мясо полностью как-то нет. Пока еще не привыкла, да? И я, наверное, теперь буду прятать это мясо в какие-нибудь овощи, наверное. То есть она больше по овощам? Да, она любит каши. Прям как каждое утро мама кашу. И я уже хочу чем-нибудь заменить, но она настойчиво кашу просит. Понятно, у ребенка традиция, Да, уже своя. Да. Знаете, когда чеснок пережаривают, потом прогорклость какая-то начинает появляться. Вот этого я не люблю. Ну, хозяйки разные. Вообще кулинарное искусство, мне кажется, это тоже это искусство, на которое приятно смотреть, и у каждой хозяйки они свои секреты. Ага. А ты вот рецепты сама придумываешь или откуда-то берешь готовые? Кстати, нет, практически я не придумываю, Так, но... помидоры. Да, давайте помидоры потушим. Но я очень люблю, пусть слышит это мой муж, ходить по ресторанам. Ага. Да. Ой. И когда я хожу по ресторанам, мне всегда вот любопытны новые блюда. То есть обязательно состав вы смотрите? Да, я люблю состав смотреть, подачу, оформление, практически все. Если понравится, повторяете, да? Обязательно. Да, кстати, вот это у меня такая интересная привычка есть, повторять, что они там сделали, как они там сделали. И я очень люблю, наверное, красивые блюда. То есть женщина любит глазами. Да, женщина любит глазами, но мой супруг этому рад, потому что в итоге он все это кушает. Все ваши эксперименты, Да, да? все мои эксперименты. И за годы брака он еще ни разу не сказал, что я плохо готовлю. Понятно, Так что... хорошо, повезло. Сколько лет вы с этим проектом? Ой, в этом году будет 12. Да. Уже будет. такая серьезная дата. Да, серьезная. И если я за 12 лет его не отравила, скажем так, значит все хорошо. Значит, уже не собираетесь. Да, значит, уже не собираюсь. В принципе, почти спагетти уже дозревают. Но я люблю, знаете, это, как говорится, альденте, которые чуть-чуть немножко такие твердые, да. Так что пусть постоит. Да. Согласна, И вот в этом я потушится. согласна, так вкуснее. Да. И, кстати, вот я не знаю, почему у меня есть такая особенность. Я дома, кроме спагетти, никаких макарон не держу. Только спагетти, это мне... А для дочки? Ну, для дочки... Красивые бантики. Она тоже у меня спагетти кушает. Ну, не черные, обычные спагетти, но только спагетти. Вот. Прихоть такая, я не знаю почему. Вот, пусть потушится. А что вы больше любите? Там, жарить, варить, может, с духовкой? Да, с духовкой я очень дружу. Жарить я не очень люблю. Варить, постольку-поскольку, сказала. Ну, духовку я очень люблю. Я пеку что-нибудь сладкое всегда. Тортики, там, пирожные. Я люблю красный бархат. Это считается, у нас, наверное, в семье моим фирменным тортом, который я приношу на всякие наши семейные мероприятия. Как правило, свекровь, я называю ее мама, свекровь всегда заказывает красный бархат. То есть вы не заказываете специально торт? Есть, Настя? Да, практически так. Мы никогда не заказываем. Ну, если у меня совершенно нет времени, то да, могу заказать. Исключение. Да. Ага. Настя, скажи, пожалуйста, вот ты долго работала юристом, почти 10 лет. Практически да. Учились где? Училась я в юридическом факультете, ЕГСХ училась, вот, и проработала в общей сумме, наверное, лет 7 в суде. До этого я работала в налоговой службе также, и стаж юридический такой достаточно большой. То есть такие серьезные конторы, наверняка там был такой режим с 9 до 6, да, с перерывом на обед. Да, у меня были очень хорошие коллеги, хороший офис. Я до сих пор с ними хорошо общаюсь, мы всегда там, бывает, созваниваемся, списываемся, вот. И все равно, вот, когда ты юрист, у тебя вот эта юридическая подоплека все равно остается.
как сказать. И это очень полезно, это классическое образование, я считаю. Которое и в жизни пригодится. Да, А что случилось? Вот что вас подвигло уйти в свободное плавание, вот в такую красивую, творческую профессию, как художник? Кстати, да, я об этом тоже думала. Наверное, это рождение ребенка. Это случилось после, да? Да, я всю жизнь рисовала. Сколько себя помню, я окончила художественную школу, получается, да? В детстве? В детстве, да, художественную школу. Потом у меня были какие-то повышения вот этого образования с художественной точки зрения. Меня всегда восхищало то, как люди из ничего создают что-то. Вот процесс созидания, процесс создания для меня очень много зависит. И вот после рождения дочери я подумала, муж у меня, во-первых, тоже юрист. Я подумала, Два юриста в доме многовато. Да, 2 юриста в доме многовато, и давайте-ка я займусь тем, к чему у меня душа, да, лежит, и что у меня действительно хорошо получается. В общем, как-то вот так. И начали рождаться ювелирные, интерьерные картины, не просто маслом. Да, получается так. Я вот когда училась, я очень не любила рисунок. Карандашом рисовать я просто не любила. Я любила акварель, масло не любила, вот получается. И поэтому я чуть-чуть вот подальше от этого подержалась. Но в итоге вот родились такие у меня картины ювелирные, которые содержат в себе натуральные камни, такие как аметист, допустим, горный хрусталь, да, кварц розовый, все возможные цвета мрамора. И вот процесс даже работы с ними, он такой вдохновляющий, такой созидающий, и это очень так украшает мою жизнь. Как рождается вот одна картина в твоей голове? Ты вот что-то увидела или приснилось, или что-то на голову упало? Как бывает? Кстати, да, вот, давайте я, прежде чем ответить, да. Выключить? Это готово уже, да? Да, это готово, можно сказать, да. Так, это выключили. Это? Это еще нет, да. Так. И отвечая на вопрос, я скажу, это, наверное, я тоже себя ловила над этим вопросом, что же меня так вдохновляет на это, да, и в итоге подумала, что это зрительные образы, которые я всегда ловлю. Вот когда ты художник, ты подмечаешь на самом деле вещи не с той стороны, с которой, наверное, я бы сказала, другие там инженеры, да, смотрят, или люди другой профессии. Когда ты художник, ты замечаешь оттенки красок, ты замечаешь тени, как ложатся, и потом все это у тебя формируется в один большой зрительный образ. Бывает так, что идешь мимо, там, допустим, не знаю, там, мимо лошадей, и засматриваешься на них, и у тебя рождается образ. И к этому образу начинают переплетаться все краски, цвета, тени, камни, и вот это, и потом ты это холишь и лелеешь, и ночами лежишь и думаешь, как мне с этим быть, что мне с этим делать. В общем, сколько времени проходит с момента вот рождения этого образа, который вы увидели, проходя мимо лошадей, до того, как вот родиться, воплотиться, да? Но я стараюсь делать это очень быстро, потому чтобы не улетучилось. Чтобы не улетучилось, и потом есть такое высказывание, что если ты что-то надумал, нужно делать это в течение 72 часов, то есть 3 дня, да? То есть, если это большая объемная работа, тем не менее, я иду там в магазин или заказываю материалы и начинаю уже работу над этим. Делаю маленький скетч,
получается, фиксирую это и уже начинаю работу. Просто это достаточно быстро, но потом единственное, это техническая часть может задержаться, да, затянуться, да, бывает, я одну работу могу делать там месяца 2. Но в течение 72 часов, получается, надо первый кирпичик положить. Да, безусловно, безусловно. Я думаю, это в любом деле так. Интересный подход. Да. Да, вот там. Ну, это какая-то такая некая гарантия того, что точно доведете до конца, да? Да, да, потому что когда ты человек фантазийный, у тебя очень много образов в голове, и оно может просто затеряться где-то в потоке мыслей, если ты не зацепишься. А вот природных материалов же очень много, не только камни. Да. Что-нибудь еще пробовали или хотели бы? Гипс. Я работаю с гипсом, получается. Вот из природных только пока камни. Камни. Но в будущем я хочу, конечно, использовать наши любимые бриллианты, я бы сказала. Якутские бриллианты, они самые лучшие у нас в России. Во всем мире, да. Хотела бы использовать, может, алмазную крошку, алмазную пыль, потому что это все равно все это сверкает, это вот переливается, это очень красиво. Ждем бриллиантовые картины, дорогие телезрители, от Настасьи Филипповой. Да, надеюсь, они будут. Они должны быть. Так, давайте посмотрим, что там происходит на плите. На плите у нас спагетти практически готовы. Можно их уже, да. Даже дуршлаг уже ждет. Спагетти у нас уже отварились. Настасья, что у нас дальше? Дальше мы в морепродукты добавляем немножко сливок. Так, вот такие. Так, давайте. Густые довольно. Да, это якутское производство. Опять же, я очень люблю местное производство. Добавляем, ну, как бы можно на глаз добавить, можно побольше добавить, кто как любит. Вообще сливочный вкус в еде, он такой очень нежный, приятный. Всегда так расслабляет, всегда, знаете, как сытая кошка потом становишься. То есть он не испортит точно? Он никогда не испортит, сливки ничего никогда не портят. И можно добавить морепродукты. Нет, вот специи для морепродуктов. Я, кстати, их отдельно покупаю. Можете добавлять, можете не добавлять. Это тоже дело вкуса. Да, дело вкуса. Вообще рекомендую очень импровизировать. То есть в готовые рецепты вы всегда наверняка вносите, да, свою нотку какую-то? Обязательно, если это не выпечка, потому что выпечка, она так работает всегда, работает только тогда, когда соблюдены пропорции. Когда граммы, вот это все в граммах, когда взвешивать. С выпечкой я не дружила одно время, но потом, найдя фудблогера, Энди Шеф его называют. Как-то я решила приготовить торт, и он у меня получился. О чудо, он у меня получился. И теперь даже свекровь заказывает. Да, теперь даже у меня заказывают, да. И после этого я для себя купила такой маленькие кухонные весы, и это практически как химия. Да, никогда без весов я не делаю. Ни грамма мимо. Ни грамма мимо, да. Так, сейчас можно уже выкладывать спагетти. Они вот такие интересные получились. Очень прям красиво даже смотрится. Да, очень красиво, очень. Если у вас, допустим, какое-нибудь семейное событие, они всегда будут к месту. Сюда добавляем немножко соуса сверху. Давайте вот добавим так. Можно туда украсить немножко помидорами. Помидоры? Да. Так, нарезать. Да, нарезать помидоры. Украшаем. Так, сюда мы добавили немножко креветок. Вот такие интересные коктейли. Это креветки для пасты мы покупаем уже готовые, получается, чищенные. Почищенные. И щедро тот же. И с соусом, да? Да, сливочный соус. Ой, прям вкусно. Красота. Вот так вот. А зелень? Сюда, да, прям наверх? Или сбоку? Да, можно наверх, можно сбоку, это уже. Также это тоже творчество, и мы добавляем немножко зелени. Здесь очень уместно будет смотреться петрушка на самом деле, или руккола. Рукколу я тоже очень люблю, но вот в данный момент у нас получилось... укроп. У нас получился укроп, да. Да, получился укроп. И еще сливочный сыр, кстати, можете добавить такими кусочками. Очень будет смотреться
красиво И и эстетично. Нотку добавить, да? Да. Вкуса. Да, ну, еще больше сливочный и еще больше такой чуть-чуть солоноватый вкус будет. Первое блюдо спагетти с чернилами, каракатицей и морепродуктами уже у нас готово. Далее прервемся на короткую рекламу, после которой обязательно продолжим. И мы приступаем к нашему второму блюду. Это у нас будет салат. Да, это будет салат, он достаточно легкий в приготовлении и очень такой пикантный. Как называется? Вот не скажу, как он называется, потому что это на самом деле рецепт моей любимой свекрови. Она всегда его готовит в какие-то праздники, допустим, и это тот салат, на который мы всей семьей молимся, можно сказать. Мой муж, ну, супруг очень любит. И... Он наверняка с детства любит, раз его Да, мама. скорее, можно и так сказать. Это такой, когда, допустим, мама у нас спрашивает, что ей приготовить, мы всегда говорим: мама, приготовь нам этот салат с креветками. Вот. И он очень хорош, когда гости вот уже подходят, получается, потому что там буквально из готовки нужно только отварить яйца. Все. Минут 5-10. Да, практически так. То есть Ну, назовем его яйца. пикантный мамин салат. Можно так, да. Что туда входит? Яйца отварные. Да, туда входит, значит, яйца отвариваем. Можно заранее отварить и держать в холодильнике отварные яйца. Это очень удобно на самом деле. Туда входит у нас ананас. Можно круглый взять. Консервированный. Да, консервированный ананас. Еще креветки. Ну, бывает так, что мы всегда в морозильнике тоже держим креветки. Это очень Отваривать их надо? удобно. Желательно взять уже отваренные, очищенные. Чтобы Так с ними, удобнее, быстрее. так удобнее, да. Обязательно листья салата, они придают, во-первых, цвет, во-вторых, вот те вкусовые качества, в сочетании с которыми это все прям божественно. И можно взять майонез. На самом деле я беру легкий, тоже если гости на дворе, то это майонез. Но можно приготовить домашний. Это домашний майонез я достаточно часто готовлю. Это Как он готовится, кстати? оливковое масло и яичный желток. И уже по вкусу ты туда добавляешь либо чеснок, либо горчицу. Это очень хорошо смешивается. В первый раз, когда я смешала домашний майонез, я подумала, неужели из оливкового масла может получиться майонез? Потому что он на глазах густеет и приобретает вот такую белую консистенцию. Очень интересно, очень полезно, там нет никаких консервантов, и, я думаю, не будет откладываться лишним весом, скажем так. В нежелательных местах. Да. И это для женщин, ну, для хозяек, которые хотят, чтобы их семья питалась правильно, я думаю, это очень хороший вариант. Давайте приступим. Что нужно сделать? Давайте сначала почистим яйца. Давайте. Кто-то у нас будет, ну, вместе можно почистить. А да. я знаете, как делаю? Да? Как? О, Нарезаю и ложкой вытаскиваю. кстати, Так да. еще быстрее. Кстати, да. Давайте, я могу даже у вас поучиться. Ага. И вытаскиваете ложкой, Да, да? это тоже лайфхак от моей мамы. Многодетная мама, у которой всегда тоже времени не было. Кстати, что бы мы делали без наших мам? Да, без наших мам, без старшего поколения. Вот, мудрость, которых мы перенимаем. Это точно. Вот, Настасья, вы победительница, участница, финалистка конкурса красоты. Вообще соревновательный дух вам присущ? Думаю, да. Думаю, да, иначе как бы я очень любознательный человек, и когда вот случается, есть возможность что-то новое испытать, что-то новое попробовать или проверить свои силы, я это очень люблю и приветствую в людях, в детях, потому что я,
Я перфекционистка была, слава богу, была. Пережила? Да, пережила. Я была отличница в классе, закончила красным медалью, закончила школу, потом закончила красным дипломом учебное заведение, получается. То есть вот когда ты входишь в этот раж соревновательный, там уже дороги назад нет. Ага. И тебе это нравится? Думаете, вот этот перфекционизм, он мешает по жизни или наоборот помогает? Ну, я бы не стала так однозначно отвечать, хорош он или плох, потому что это зависит от ситуации. И в любом случае хорошо, когда у человека есть здоровые, нормальные амбиции и честолюбие. Это тоже приветствуется, но все равно это, конечно, в каких-то рамках психически здорового человека, скажем так. Это всегда хорошо. Так. То есть не переборщить. Да. Так, что мы делаем с этими яйцами? Мелко их нарезаем на маленькие. Совсем мелко. Да, чем мельче, тем будет нежнее, вкуснее и приятнее на вкус, скажем так. Тут у меня тоже есть лайфхак. Можно вилочкой прям размять. Но сегодня мы будем Кстати, ножиком. Да, можно и так. У нас в семье свекор мой очень хорошо готовит. И вот когда дело касается что-то мелко нарезать, у него это очень хорошо получается. Ювелирно, да, получается? Ювелирно получается, да. Согласна с тем, что мужчины лучше готовят? Ну, согласна, очень согласна, да. У мужчин безумно вкусно получается, может, потому что они редко готовят. А ваш супруг готовит? Да, и я скажу, что он готовит. Он мясные блюда очень хорошо готовит. Вот, а все остальное, получается, все рыбное, это уже на мне. И мне на самом деле очень повезло, что свекор и что мой муж, они к кухне близко достаточно относятся. То есть могут прийти, приготовить обед, ужин, если вы не успеваете, спокойно, да? Да, безусловно. Это очень здорово для семьи, для крепости семьи. Да, это так. А вот про соревнования давайте продолжим. Вот ваша дочь, ей 4 года, как зовут? Ванесса ее зовут. Ванесса, вот однажды придет и скажет: мам, я тоже хочу стать мисс, мини-мисс в данном случае. Что вы скажете? Ой, я ее поддержу во всех ее начинаниях, однозначно. Если она захочет участвовать в конкурсе, я скажу: участвуй. Я приложу все усилия, чтобы она ощутила вот этот соревновательный дух, чтобы у нее была уверенность в себе, которая очень нужна и важна в современном мире. В мире женщин, я бы сказала так. А вот как же в нашем, вот вы сказали, в современном мире, когда женщина делает практически все то же, что и мужчина, оставаться все-таки той самой хрупкой, милой, женственной, сохранять в себе эту женственность? Кстати, да, этот вопрос очень такой интересный, он очень обсуждается во всех кругах, да. Как сохранить женственность, когда, с одной стороны, ты должен и коня на скаку, да, должен и горящую избу. Да, и когда у тебя те же равные права, что с мужчиной, получается, ты работаешь наравне, да, приходишь с работы так же уставшая, как и муж, и при этом ты еще должна там что-то приготовить. Да, с тебя еще и ужин. Это все-таки, я считаю, глубокая осознанность себя как женщины, понимать, вот не зря говорят, сила женщины в ее слабости, и нельзя просто уподобляться нашему сильному мужскому полу, то есть иначе это уже будет кто-то другой. В чем-то, да, то есть знать сильные стороны себя и сильные стороны, второй половины мужской, можно сказать. И я думаю, это в первую очередь понимать себя, знать себя, знать свои желания и вырасти взрослым, зрелым человеком, взрослой женщиной из девочки. Ох, как! А какие вот кружки вы записали свою дочь? Или она уже куда-то ходит? Это дополнительные занятия. Вот сейчас очень модно, прямо с 2 лет, а давайте ребенка на английский. Кстати, мы ходим на английский, да. Со скольки? С 2? С 3. Практически, да, мы ходим с 3 лет на английский, но это в силу того, что я сама изучала английский дополнительно в школе. Продуктивно, говорите? Да, очень продуктивно. Это было на тот момент, когда мы собирались первый раз в Нью-Йорк посидеть.
я была несколько не уверена в своем английском и решила отучиться. Я там полгода на курсах училась английского. Ребенка мы брали, да, мы в другой город брали, это было в Майами мы брали. Вот. Она, конечно, тогда еще совершенно не говорила, ничего не понимала, но сейчас она такая очень хорошо говорит. Мама red, говорит, там, green, говорит, цвета очень хорошо, yellow, ну и все прочее, и бывает. То есть такой на бытовом уровне да, она да, уже почти понимает, да? Да, да, она понимает, вот. И, в общем, то обучение, которое ребенку мы даем, ну, любой родитель дает в младшем возрасте, оно все равно как бы закладывает основу, я так считаю. А куда еще собираетесь отдать? Сейчас мы еще у нас, ну, на базе детского сада у нас хореография, и, конечно, в будущем я бы хотела привить к ней музыкальное какое-то образование. Сейчас я сама обучаюсь с нуля на фортепиано. И мы с доченькой, бывает, смотрим, как дети играют на фортепиано, и она говорит, мама, я тоже хочу. Вот. Ну, мама начала учиться? Да, мама, наверное, даже начала учиться, чтобы вот этот дух искусства музыкального, да, всегда присутствовал в доме, наверное, чтобы у нее вот... Все-таки человека сложно научить, вот учись, да? Всегда лучше как-то сподвигнуть тихонечко, из интереса, из любопытства, вот. И, наверное, вот то, что я хотела бы. Но если она выберет другой музыкальный инструмент, я буду тоже очень рада. Главное, чтобы это в ней было. Да, вот это. Ну, поскольку мой супруг тоже немножко на фортепиано играет и на аккордеоне. То есть вы такая музыкальная семья. Об этом я узнала очень поздно. Кстати, уже, по-моему, на 5-м году брака, что ли, узнала, что он играет, оказывается. Не забыл? Умеет? Умеет, и он такой подправляет. Это, говорит, не до, не играй до. Это ре или что-то в этом роде. Все помнит. Да, все помнит. Да, сольфеджио курс он проходил, и нет, даст мне пару уроков. Так, яйца мы нарезали. Так, да, теперь нужно нарезать мелко-мелко ананас. Так, это куда? Сюда, в тарелку, да? Давайте сначала сделаем так. Сделаем такую подложку из зелени. Зелень вещь такая. Прямо руками. Да, прямо руками. Здесь не надо мудрить, но мы же помним, что гости у нас на пороге. Поэтому мы, главное, вот эту вот внешнюю часть очень хорошо обложить. И чем мельче мы режем, потом это вот... Это такая подушка, да? Да, это подушка, это вот сочность и такой аромат дает всему блюду. И с этой стороны тоже так же можно положить. Это получается лучше на такое блюдо, да? Ну, я имею в виду плоское. Да, это лучше на плоское блюдо. И знаете, очень удобно, когда он занимает пол стола. Это очень так выигрышно. Когда у тебя гости на пороге, ты ничего не успела, но на пол стола у тебя есть салат. Да. Причем яркий такой, красивый. Пикантный, интересный. Так что, ну, женщины такие, скажем так, существа, что могут исхитрить где-то и сделать конфетку. Из ничего сделать прическу, как говорят. Так, теперь сюда мы вот так сыплем наши яйца. На самом деле, конечно, если яиц там штук 10 взять, чтобы подушка из яиц, она такая была достаточно интересная. Надеюсь. И то же самое сверху. Все яйца кладем, да? Да, все, да. Ну, то, что отварили. Да, все яйца. У кого сколько яиц в холодильнике нашлось? Да. Вот, и насколько они мелкие, насколько они интересные будут. Дальше мы берем уже наши ананасы. Ананас можно не весь использовать, в принципе. А сколько обычно кружочков вот для такого блюда? Ну, размером? Ну, в данном случае, давайте, в принципе, можем там кусочка 2 оставить, чтобы не было того пресыщения ананасом, и вкус яиц, вкус креветок не терялся. То есть все-таки смотрим баланс. Да, безусловно, чтобы вкус был гармоничный и такой приятное послевкусие, чтобы оставалось от блюда. У нас было 5 яиц, 5 кружочков ананаса,
Да. 5 листочков салата. Да, чтобы арифметика была простая, чтобы хозяйка не Это вот заморачиваться. чтобы запомнить. Да. Потому что я прям чувствую, что будет очень вкусно. Это Гости так на и пороге. есть. Вот частенько у вас получается готовить так на скорую руку? Да, в принципе, ну, случается так, что я готовлю на скорую руку, но вот я тот человек, который не очень любит задерживаться на кухне долгое время. Я готовлю за короткое время очень много блюд. Заодно, получается. Это у меня первое, второе, иногда... Все параллельно. Все параллельно, да. Кипит. Да, все кипит, у меня там пышет, но я стараюсь умудряться это, ну, не более полутора часа. Полутора часа. То есть и первое, второе, и десерт. Да, иногда, знаете, я вхожу в такой раз, что у меня 2 вторых блюда. Я потом думаю, зачем я 2 вторых блюда сделала? А это у меня и мясо, и рыба. Завтра можно будет не готовить. Да, что-то в этом роде бывает. Случается. Это как любой увлекающийся творческий человек. Я, получается, начинаю, потом меня все это затягивает, и в итоге у меня куча еды на столе. Ага. Так, давайте мы добавим, да. просто сюда, Да, это добавляем. второй слой. Да, он салат такой слоеный, его даже не надо перемешивать. Обычно такой классический салат — это ананасы с курицей, да? Тут у нас ананасы с креветками. Кстати, да, с курицей тоже можно, это будет очень хорошо выглядеть с курицей. То есть если креветок нет, можно использовать курицу? Да, можно использовать курицу. Ну, мы последний кружочек ананаса сейчас положим, да? Да, последний такой завершающий. Это мы завершили второй слой, даже третий слой нашего салата. Ну а что же будет у нас на вершине этого блюда вкусного? А гость у нас на пороге, мы помним. Мы узнаем сразу после рекламы. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы сегодня готовим вкусно вместе с Настасьей Филипповой. У нас уже и первое блюдо — это спагетти с чернилами каракатицы и морепродуктами. И второй у нас салат пикантный мамин, который почти мы уже доделали, остался последний штрих. Настасья, что это? Последний штрих — это, как я говорила, майонез. Он может быть домашний. Может быть домашний, и даже лучше, если он будет домашний. Это здесь мы уже такими кистями художника делаем такие последние штрихи. Все это красиво оформляем. На самом деле, когда все это растворится, вместе уже пролежит, да, какое-то, отдохнет, скажем так, все это будет очень-очень вкусно, можно майонез даже еще погуще. Это зависит от предпочтений хозяйки. Кто-то любит делать каждый слой с майонезом. Вот. Ну вот я люблю только сверху, чисто для вида, потому что ананас достаточно сам сочный, и он будет вот так придавать уже. То есть сухим салат точно не будет? Не будет, да. И теперь красота — это наши креветки, которые мы берем и раскладываем уже вот так вот красиво по всей площади. Давайте вместе. А креветки могут быть любые, да? Да, креветки могут быть любые. Ну, желательно брать коктейльные, такие небольшие. Чем мельче они, тем так мило-мило смотрится салатик. То есть это чисто по этим, да, эстетическим качествам? Да, это по эстетическим, но очень вкусный такой мясной вкус он дает. Все равно морепродуктов. Поэтому сочетание с ананасом — это очень даже пикантно, благородно, я бы сказала, и запоминающийся. Любой гость, который вот, тем более, который без предупреждения пришел, наверняка оценит. Да. Вот вы кистями художника у нас положили даже майонез. Да, получается. Сколько времени вы посвящаете своему этому новому увлечению? Ну, сказать новое не могу, потому что занимаюсь, сколько себя знаю, столько я рисую. А вплотную я занимаюсь уже вот 3-й год всем этим мастерством. Ну, именно вот этими ювелирными картинами, да? Да, именно ювелирными я 3-й год занимаюсь, и я могу всю ночь проработать на самом деле. Обычно это как принято у художников, я выхожу в свою мастерскую ночью и всю ночь что-то ваяю, потом город утром... засыпает, просыпаются художники. Да. И там, вот, когда тебе никто не мешает, когда ты один на один со своими красками, это очень
телефон уже замолк. Да, никто не звонит. И домашние все твои спят, в принципе, и у тебя чистая совесть, скажем так. Все очень красиво получилось. Красота у нас прям получилась. Это, наверное, можно еще украсить чем-то, да? В принципе, да, оливками можно по желанию украсить или грецкими орехами. Грецкими орехами? Тогда он точно будет очень сытный. Да, маслины очень хорошо. Я бы, да, маслинами бы украсила, их такие черненькие. Акцентное внимание, мне кажется. Дорогие телезрители, ба-ба-ба-бам! Попробовать уже. И мне прям с самого начала эфира уже хотелось попробовать. Сейчас мы это попробуем. Если честно, ананас с креветками я пробую в первый раз в жизни. Вы для меня открыли новую вселенную, можно сказать. Я рада. Очень вкусно, насыщенно и вот да, такой действительно очень сытный. Даже если он будет занимать пол стола, я думаю, именно насытятся. Да, кстати. И как у нас в семье бывает, когда этот салат на столе, все остальные салаты у нас арьергарде. Никто к ним не прикасается практически. Понятно. Так, еще теперь у нас Настасья у нас любительница морепродуктов. Да. Средиземноморье. Видимо, Италия у нее в крови немного. Ой, люблю эту страну. Сколько раз там были? Ну, я собираюсь в этом году. Ну, мы желаем вам хорошего путешествия. Так, но давайте еще немножко расскажете, какие у вас увлечения еще есть? Вот наверняка не только рисуете, да? Да, не только рисую, но увлечений масса, поэтому я даже вот задумываюсь, как ответить на этот вопрос, наверное. Люблю заниматься чтением, вот, на коньках катаюсь в свободное время. Все лето практически я на велосипеде, почему-то очень многие удивляются, когда узнают, что я летом по городу на велосипеде катаюсь. Почему? Я не знаю, наверное, я у них Знаете, ассоциируюсь. я знаю, вот вы такое ощущение, как будто вы такая девушка всегда на каблуках. И как минимум только на машине. Ну, на машине это хорошо, но, кстати, я причисляю, наверное, себя как активистом. Поэтому я вот люблю велосипед, люблю активный отдых. Хотела бы заняться лыжами, но немножко побаиваюсь, просто потому что там могу быть неуклюжей, я думаю. Поэтому на коньках мне достаточно. Пока, можно сказать. Но в будущем вы для себя планируете открыть, а возможно вместе когда проснется интерес у Ванессы? Да, кстати, да, надеюсь, и буду ждать этот момент. Так, очень насыщенный сливочный вкус у наших морепродуктов, нашего морского коктейля, который очень украшает блюдо, я бы сказала. Да, безусловно. И знаете, вот это блюдо очень хорошо, когда хочется там удивить вторую половину, удивить гостей. Да. И к этому блюду я бы посоветовала белое вино, какое-нибудь. Записываем, дорогие телезрители, записываем. Сухое. И уже на ваш выбор, это Италия или Франция будет. Как интересно. А дети, как вы думаете, любят такое блюдо? Во всяком случае, Ванесса моя любит. Ей, наверное, без разницы, какого цвета спагетти, главное это спагетти. И она с удовольствием кушает, будь они черные, будь они не черные. Хоть какие, да? Да, хоть какие. Ага, здорово. А какие у вас сейчас планы, вот над чем сейчас работаете, что создаете? Сейчас у меня параллельно несколько работ идут, и они немножко отличаются друг от друга. Есть заказы, которые я принимаю, которые делаю. Они носят национальный колорит также. Вот с использованием именно натуральных камней, да? Да. Есть работы, которые несут очень часто, кстати, люди дарят картины на новоселье. Либо это юбилей, может быть, в подарок. Это всегда такой необычный подарок и всегда говорит о том, что получатель или даритель сам близок к искусству, ценит его, понимает его. И, безусловно, это подчеркивание глубины, наверное, самого дарителя, как и одаряемого лица.
Это всегда красиво и всегда, мне кажется, беспроигрышно. Да. Особенно, когда новый дом, как вы Да, сказали. да. Настасья, вот скажи, пожалуйста, вот юриспруденция, которой ты посвятила немало лет своей жизни, это все-таки место было такое стабильное, наверняка, теплое место. Да как же решиться поменять это и посвятить свою жизнь с любимому делу, которое, доход-то не всегда, я думаю, приносит стабильный? На самом деле это далось мне не сложно в том плане, что я этот вопрос долго обдумывала для себя и взглянула уже на своего ребенка. На своего ребенка я хотела бы, чтобы у нее была счастливая мама. Счастливая мама, которая занимается любимым делом, которая, реализует, воплощает себя, да, и была уверена и в себе, и в том, что она делает. И, наверное, вот моя дочь, она сподвигнула меня заниматься вот тем, что мне приносит удовольствие и радость. Поэтому у меня не возникало никаких вопросов, потому что я считаю, в юриспруденцию я могу, вернуться, когда я не отказываюсь. Диплом есть. Диплом есть, опыт есть, стаж есть, да. Интерес есть, потому что это действительно интересная сфера, и в нашей жизни она... Которая не стоит на месте, все время меняется. Да, все время меняется, развивается, и у нас страна в этом отношении также развивается, так что все, что мы делаем, оно всегда с нами. И нету правильных, неправильных путей. Вот хочешь – делай. Если тебе приносит это удовольствие и счастье – делай. А про заработок и про финансовую подоплеку я скажу, что если ты делаешь что-то хорошо, это будет хорошо все равно оплачиваться. Главное, качественно. И вот то, что если делать с любовью, наверняка найдет своего клиента, покупателя. Да, безусловно, да. Это так оно и есть. Вот посмотрела я на ваши картины, все-таки ювелирные, и смотрю на вас, такая красивая девушка, Как вам удается вот какие-то поддерживать свою красоту и здоровье? Процедуры, спорт? Да, я активно занимаюсь спортом. Где-то, наверное, 3 раза в неделю я хожу в спортзал с тренером. И мне это дело очень полюбилось. Я не такой фанат, который прямо качается, но я люблю это дело, поскольку это дает заряд бодрости, заряд энергии. И даже на энергетическом уровне, если ты хочешь что-то сделать большое в этой жизни, надо начинать с себя. Со своего здоровья, со своей внешности, с того, как ты выглядишь. И вот это все вкупе потом даст результат, который ты хочешь сделать уже для своей семьи, для людей, чтобы оставить след в этом мире. Все-таки правильно, когда говорят, что когда женщина наполнена хорошим, добрым, красивым, она может этим наполнить и все, что окружает ее. Любить себя в первую очередь, и ты сможешь дарить уже любовь эту окружающим. А по сути, говоря о хобби, это всегда для меня имело значение, когда ты делаешь, что тебе интересно, что ты можешь дать людям и что будет интересно другим людям. Как ты можешь обогатить ближайших, твое окружение, что ты можешь дать обществу, чем ты можешь быть полезным обществу. И если я знаю, что я с твоей точки зрения умею что-то красиво делать, умею красиво оформлять. И почему бы вот это мое умение может оно дать пользу обществу, скажем так. Принести пользу, нести красоту. И тем более, и я думаю, если Ванесса видит свою маму счастливой, думаю, это... еще одной счастливой семьей у нас будет больше. Сегодня у нас в меню были паста с чернилами каракатицы с морепродуктами в сливочном соусе. И также очень вкусный салат, который мы назвали пикантный мамин. В состав входят креветки коктейльные, яйца, майонез, салат и кружочки консервированного ананаса. Все это нам готовила наша гостья Настасья Филиппова. Спасибо большое, Настасья, что посетили нашу уютную кулинарную студию Food Life. Дорогие телезрители, на этом у нас все. Всего вам доброго и живите вкусно!
Спасибо.